Первое информационное радио. Здравствуйте, дорогие наши слушатели. В эфире Беренчи радио, программа «Актуальный разговор». У микрофона в студии Ирина Егенбаева. За пультом режиссера сегодня работает Чинара Асылбекова. Дорогие наши слушатели, не устаю вам напоминать и говорить о том, что доступ граждан к правосудию – это один из ключевых принципов, наличие которого определяет степень развития государства, как правового и демократического, и возможность получить правовую помощь, правовая грамотность населения сегодня является неотъемлемой и важной частью доступа к правосудию. Что касается института нотариата, то ему, конечно же, отводится особая роль в сфере защиты прав граждан и юридических лиц. Он обязан обеспечить законность совершаемых сделок и ограждать стороны от возникновения конфликтных ситуаций. Председатель Кабинета министров Кыргызской республики Акылбек Джапаров в конце прошлой недели провел очередное заседание Кабинета министров Кыргызской республики, на котором было рассмотрено более 30 вопросов. В частности, в ходе заседания был рассмотрен вопрос о внесении изменений в закон Кыргызской республики об адвокатуре Кыргызской республики и адвокатской деятельности, который по итогам обсуждения был одобрен. Также в целях реформирования института нотариата и обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, улучшения качества предоставляемых нотариальных услуг населению и обеспечения доступности их получения принято решение одобрить проект постановления об одобрении проекта закона Кыргызской республики о нотариате. И сегодня в программе «Актуальный разговор» мы расскажем вам, дорогие наши слушатели, о новом законопроекте, который позволит частным нотариусам выполнять те функции, которые ранее им были недоступны. Сегодня в студию прямого эфира мы пригласили главного специалиста Управления нотариата и апостилирования Министерства юстиции Кыргызской республики Эльчебека Бекбоева. Дорогие слушатели Беренчи радио, если вам есть что сказать о работе государственных и частных нотариусов, вы можете позвонить по телефонам прямого эфира 39 21 90 и 0502 39 21 90. Вы также можете писать на нашу страничку Беренчи радио в социальной сети Facebook. Эльчебек Турдуназирович, здравствуйте. Мне приятно видеть вас в студии прямого эфира. Здравствуйте, Ирина. Здравствуйте, радиослушатели. Эльчебек Турдуназирович, мы сегодня с вами встретились, чтобы донести до наших радиослушателей ту информацию касательно нового законопроекта. Но, как я понимаю, Министерство юстиции страны решило таким образом, как я понимаю, усовершенствовать работу нотариусов страны, куда, конечно, входят и государственные, и частные нотариусы. Но вот, как я понимаю, вот сейчас, наверное, этим законопроектом решено собрать все в одну составляющую, чтобы можно было с кого спросить. Почему? Потому что наши граждане, буквально, наверное, каждый день обращаются и к государственным, и частным нотариусам для того, чтобы, скажем так, установить законность каких-либо, нотариальных действий. Давайте наш разговор сегодня начнем с того, что это за инициатива Министерства юстиции, в чем крылась необходимость такой инициативы. И я думаю, наверное, надо сказать, каким образом рядовые наши граждане могут на самом деле почувствовать те изменения, которые заложены в этом законопроекте, о котором мы сегодня и с вами будем говорить. Пожалуйста. Все верно, Ирина. Данный проект закона разработан в целях реформирования института нотариата для обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, улучшения качества предоставляемых нотариальных услуг населению и обеспечения доступа их получения, укрепление доверия населения к нотариату и повышение его имиджа. Предлагаемый законопроект можно условно подразделить на 3 блока. Это реформирование института нотариата, повышение профессиональной квалификации нотариусов, повышение статуса нотариуса, принципы нотариальной деятельности, ограничения обязанности. Если по порядку прийти, то, как известно, согласно законодательству, основу нотариата составляют государственные и частные нотариусы.
Согласно нашему реестру, количество действующих частных нотариусов составляет около 350 человек, а количество государственных нотариусов 90 человек. Отличием в деятельности государственного нотариуса от частного является совершение государственными нотариусами 5 дополнительных действий. Это наложение запрещения отчуждения имущества, снятие запрещения отчуждения имущества, выдача свидетельства о праве на наследство, принятие мер к охране наследственного имущества, удостоверение подлинности факсимильной подписи лица с ограниченными возможностями здоровья. Вот, по итогам изучения международного опыта, анализа эффективности действующей системы нотариата, с учетом внедрения цифровых технологий, это в частности автоматизированная информационная система электронный нотариат, позволяющая вести единые электронные реестры нотариальных действий, реестры наследственных дел, завещаний, публичные реестры отмененных доверенностей, а также эффективно управлять и проводить мониторинг деятельности нотариусов. Данным проектом предлагается уравнять права государственных и частных нотариусов при совершении нотариальных действий именно. То есть вышеперечисленные нотариальные действия, которые я перечислил, эти нотариальные действия с принятием данного законопроекта могут совершать и частные нотариусы. То есть граждане уже могут обращаться к частным нотариусам для получения данных нотариальных действий. Вот с момента введения института частного нотариуса действующий закон был принят в 1998 году. Вот тогда уже понятие частного нотариуса уже существовало. Вот где-то проведение вот этих процедур получения лицензии где-то в 1999 году было зарегистрировано первый частный нотариус. Вот с этого момента уже институт частного нотариуса уже практикуется. Да? И как практика показывает, данный институт с этого момента показывает положительную динамику развития данного института и готовность принятия дополнительных функций, такие как основное это оформление наследственных прав. Для передачи такой функции необходимо объединить функционирующие на сегодняшний день нотариальные палаты и провести обучение всех нотариусов. Объединение частных нотариусов в одну нотариальную палату позволит ввести единую нотариальную правоприменительную практику, повышение квалификации на постоянной основе с учетом изменений законодательства Крымской Республики. Да? Вот в связи с чем предлагается настоящим законопроектом создать самоуправляемое профессиональное сообщество частных нотариусов с организационно-правовой формой Нотариальная палата Крымской Республики. С обязательным членством частных нотариусов в ней. Тем самым мы предлагаем, что частных нотариусов выделить самостоятельную организацию, да? Наделить данную организацию функциями, это создание в развитии частной нотариальной деятельности, то есть содействие, организация стажировки лицам, претендующим на получение лицензии на право занятия частной нотариальной деятельности, повышение профессиональной подготовки частных нотариусов и рассмотрение жалоб, заявлений на действие, бездействие и этическое поведение частного нотариуса. Эльчибек Турдуназирович, ну вот хотелось бы мне вот на чем остановиться. Вы чуть ранее отметили, что данный законопроект, он направлен на уравнивание в правах частных и государственных нотариусов, да? Но если мы возьмем сейчас вот действующее законодательство, то вот, например, такая функция, как снятие и наложение запрещения, например, на недвижимое имущество, оформление наследственных прав, это могут выполнять только государственные нотариусы. Теперь по новому законопроекту теперь эти функции вы решили передать частным нотариусам. Все верно. Вот еще один момент я хочу отметить, что при этом данным законопроектом предлагается исключить нотариальные действия, такие как вот
наложения, снятия, запрещения, отчуждения имущества. Вот данное предложение обосновывается тем, что нотариальное действие по наложению, снятию, запрещению нотариусом является дублирующей функцией других государственных органов. Это как Министерство внутренних дел в части транспортных средств. Сейчас же ГПУ у нас же передали в Министерство внутренних дел. Да, вот. В части это в транспортных средств, там относительно кадастра тоже вот в части недвижимого имущества. То есть эти органы, если уже нотариус совершил договор залога, то на основании этого договора эти органы уже могут наложить и снять запрещение. Но у меня здесь вот возникает вопрос, Эльчебек Турдуназирович. Вы отметили, что теперь эти функции будет решено передать частным нотариусам. Но мне сейчас вот что хотелось бы узнать. Почему вы решились взяться за такую инициативу? Какие-то, может быть, причины для этого поспособствовали или послужили? Может быть, какие-то были громкие случаи? Или, может быть, были жалобы со стороны граждан? Вот почему вы решили передать это все частным нотариусам? Какая, скажем так, крылась необходимость такого шага? Это в первую очередь связано с тем, что уже в настоящее время необходимо создать условия для граждан, поскольку, как мы видим, в государственных нотариальных конторах в последнее время очень много обратившихся граждан для получения нотариальных услуг. Это связано в первую очередь с снятиями на запрещение имущества. Это наследственные дела касается. Вот эти дела, которые в основном совершаются ежедневно, многие люди, многие граждане обращаются, и в связи с чем появляются создаются очереди в государственных нотариальных конторах. Это, конечно же, в первую очередь создает неудобства для граждан и для юридических лиц. Поэтому, как я выше отметил, уже как практика показывает, уже частные нотариусы уже могут взять ответственность и совершать такие действия, нотариальные действия, которые совершаются и государственными нотариусами. И мы думаем, что передачей таких полномочий частным нотариусам это будет также положительный такой показатель, что граждане могут обращаться уже к частным нотариусам без каких-либо очередей, с условиями. Потому что частные нотариусы, как видите, это как у них более такие условия хорошие для принятия граждан, да? Условия хорошие, но если, например, идешь за какой-либо услугой, то я всегда сравниваю, сколько я плачу, например, государственному нотариусу, и сколько я плачу, например, сколько денег оставлю у частного нотариуса. Но благо, знаете что, например, у частных нотариусов не так много очереди, а иногда и вообще нет, Эльчебек Турдуназирович. У государственных нотариусов на самом деле очередь, и, конечно, сейчас есть надежда на этот законопроект, что эти очереди вы как-то стараетесь разгрузить. Но, с другой стороны, опять же, качество предоставляемых услуг и, скажем так, оплата, цена участников-то все равно намного больше. И мы понимаем, что участники-то, они выживают за свой счет, да, это прежде всего, например, аренда, скажем так, помещения, да, это может быть оргтехника, а государственные нотариусы, как я понимаю, живут за счет государства. За счет государства, да, все правильно отметили вы, но при этом данный вопрос, конечно, не будет стоять на стороне. С принятием данного законопроекта мы планируем также уже рассмотреть вопрос относительно оплаты государственной пошлины, а в целом оплаты и услуг частных нотариусов.
Поэтому сейчас, конечно, данным законопроектом это не предусмотрено, но в дальнейшем это все планируется. Я почему задала этот вопрос, Эльчебек Турдуназирович, почему? Потому что вот многих сейчас интересует вопрос, да, что услуги могут подорожать, и вот тоже многие задают вопрос, что касательно этого законопроекта будут закрываться государственные нотариальные конторы. Ну, вы об этом, наверное, тоже скажете, что это, наверное, будет не так вот в один день, а что это все будет происходить поэтапно, что могут услуги подорожать, и, как я понимаю, вот согласно этому законопроекту будет какой-то единый тариф для граждан, да? Вот об этом тоже можете как-то вот привнести ясность? Да, относительно единого тарифа, как я уже сказал, будет рассматриваться данный вопрос. Этот вопрос на рассмотрение? На рассмотрение, да. Поэтому уже каких-либо конкретных принятых решений нет, но уже идет вопрос о рассмотрении данного вопроса относительно тарифа единого. Вот мы сейчас работаем именно, мы уже как бы работали до этого времени разработкой данного законопроекта. Вот теперь, как будет принят данный законопроект, мы уже будем работать над тем, чтобы и для граждан, и для юридических лиц было в такое время, нелегкое время, рассмотреть вопрос относительно тарифа на услуг нотариальных действий. И такой вопрос, Эльчебек Турдуназирович, но мы с вами говорим о том, что согласно новому законопроекту те действия, которые совершали государственные нотариусы, будут совершать и частные. Но все мы понимаем, что у государственных нотариусов где-то была прописана ответственность, да? Вот согласно новому законопроекту, где будет прописана и прописана ли ответственность частных нотариусов? Почему? Потому что в адрес частных нотариусов, ну, я уж не знаю, как сейчас, но вот некоторое время назад тоже были жалобы, да, хотя вот вы сказали, что этому институту уже, наверное, как я вот посчитала, более 20 лет, и этот институт частных нотариусов нормально прижился, развивается, показал свою эффективность, о которой вы тоже сказали. Вот ответственность частных нотариусов, она прописана или будет ли прописана? Да, обязательно. За нарушение каких-либо нотариальных действий, ответственность частных нотариусов. До этого в настоящее время есть, но вот ответственность за нарушение, они не конкретизированы, да? Конкретизированы. Поэтому настоящим законопроектом мы все это, конечно, предусмотрели. Ответственность за какие-либо нарушения, за действия, за бездействие частного нотариуса обязательно будут применены меры, меры в виде приостановления, меры в виде отзыва лицензии. Это по новому законопроекту? По новому, да. До этого, то есть в действующем законе есть это, но конкретно за какие действия, да? За какие нарушения, сколько, вот все это не было предусмотрено, поэтому в настоящем законопроекте все это предусмотрено, то есть все конкретно, поэтапно все заложено. То есть у населения не должна быть сейчас паника, Эльчебек Турдуназирович, касательно того, что вот, а где же прописана ответственность частных нотариусов, что с них как с гуся вода, да, что если где-то они совершат неправомерные действия, о которых мы с вами говорим, то за это их, конечно, будут наказывать. Обязательно. Вот вы сказали, будут отбирать или изымать лицензию, да? И как я также отметил, что для государственных нотариусов существует понятие кодекс этики. Для частного нотариуса это не касается, потому что это кодекс этики для государственных служащих, а государственный нотариус как государственный служащий будет рассмотрена именно нормами этого кодекса. Вот поэтому до этого момента, даже в настоящее время, не было кодекса этики для частных нотариусов. Мы заложили данную норму в законопроект.
в целях совершения, в целях соблюдения правил этики при приеме граждан, мы предусмотрели кодекс профессиональной этики для частных нотариусов.